В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 16 июня. Герои в белых халатах. Рамзан Кадыров посетил торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника. Какие достижения у чеченских врачей? Солнечный прорыв. Вы можете заметить, что эти семена выглядят по-разному. Это результат их предварительного окрашивания. В республике выводят новый элитный гибрид подсолнечника. Как он улучшит агропром? На крючке удачи. Турнир показал себя, конечно же, с лучшей стороны. В Грозном состоялись соревнования по ловле карпов. Кто поймал самый большой трофей? Благодаря человеческому состраданию, безграничной преданности делу, верности клятве Гиппократа, врачи, фельдшеры, медсестры ежедневно спасают жизни. Герои в белых халатах во все времена первыми приходили на помощь больным, облегчая боль и даря надежду. Свой профессиональный праздник самоотверженных профессионалов чествовали сегодня в Грозненском дворце торжеств. Почетный гость торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника, Рамзан Кадыров. О самой благородной и гуманной профессии репортаж Медины Мударовой. Каждый день, каждую секунду они стоят на страже нашего здоровья. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары. Каждый из них вносит свой незаменимый вклад в общее дело. Поздравить медицинских работников с профессиональным праздником прибыл глава региона вместе с соратниками. Первым делом Рамзану Кадырову продемонстрировали новый медицинский транспорт. 3 кареты скорой медицинской помощи новой комплектации. Их распределят по медучреждениям. Уже внутри Дворца торжеств имени Дагуна Амаева гостям показали самое передовое оборудование медучреждений региона. Здесь представлено 16 передовых разработок, среди которых инновационные реабилитационные комплексы, высокоточные диагностические системы и 3D-аппараты. Они демонстрируют последние достижения в области здравоохранения. Медицинские работники наглядно показали Рамзану Кадырову, как именно работают инновационные технологии. Хочу представить успехи в сфере здравоохранения, в частности, в эндоваскулярных, внутрисосудистых методах диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На данной презентации представлен видеоролик внутрисосудистого лечения пациентов с ишемическим инсультом. Это состояние, когда тромб закрывает крупный сосуд головного мозга, пациент теряет речь, двигательную активность, сознание. В таком случае мы после экстренной доставки пациента в больницу сразу доставляем его в рентгеноперационную, доступом через ногу или через руку заходим в сосуды головного мозга и извлекаем тромб, восстанавливаем кровоснабжение. Буквально на столе у пациента восстанавливается речь, сознание и двигательная активность в случае успешной операции. Данная методика активно внедрена в повседневную клиническую практику примерно 1,5 года. Мы ее активно выполняем, уже есть свои результаты лечения, которым мы делимся и на региональных уровнях, на докладах, конференциях. В свою очередь мы также совершенствуемся, активно повышаем квалификацию, участвуем в конференциях и постоянно работаем над своей, расширяем спектр выполняемых оперативных вмешательств. Республиканская станция скорой медицинской помощи представляет инновационные аппараты КК, кардиометр, МТ на базе искусственного интеллекта, с помощью которого интерпретация пленки производит сам автоаппарат. Точность диагноза выставленного аппарата составляет 98%. Алгоритмы расшифровки настолько эффективны, что в процессе работы с данным аппаратом опытные кардиологи не всегда могут отличить врачебную интерпретацию от автоматической. Послужной список данного аппарата, конечно же, у нас обширен, но в первую очередь на самую первую характеристику на скорой медицинской помощи – это легкость, мобильность, что позволяет с легкостью переносить аппарат. Вот так выглядит уже сам готовый, достаточно легкий, малогабаритный. У нас уже включено в работу полностью. И вторая, конечно, особенность – это скорость интерпретации. То есть, что занимает менее 30 секунд с момента наложения. У нас уже есть ответ, мы знаем, когда, с каким диагнозом, какую помощь оказать.
Планшет мы интегрируете, машину сразу же, когда они получают Стоматологический центр города Грозного представляет 3D-оборудование для цифровой диагностики, планирования и печати различных стоматологических объектов. Это модель, это хирургический шаблон, который позволяет спланировать дентальную имплантацию с учетом анатомии, это нижнечелюстной нерв, так, чтобы его не повредить. Также мы используем его при планировании пересадки зубов. Вот напечатанные зубы человека один в один. 8-й зуб пересадили на место 6-го. Вот результат через год. То есть пациент ходит со своим зубом вместо импланта. Это непосредственно сам 3D-принтер. Точность печати у него до 50 микрон. Он очень точный и современный. Это аппарат для окончательной полимеризации этих моделей. Здесь они затвердевают. Это зуботехнический 3D-сканер. С его помощью аналоговая модель попадает в компьютер. Вот он сканирует, и мы уже можем работать в компьютере с этими моделями. Это врачебный сканер. С его помощью врач-стоматолог может отсканировать полость рта и избежать использования вот таких слепков. То есть этот этап полностью можно убрать. Занимает это секунд 31 минуту. То есть зубы сразу попадают в компьютер, где врач-стоматолог либо зубной техник может уже работать с этим. Наши студенты медицинского института занимаются на таких моделях. На базе нашего стомат-центра проходят обучение и студенты, и ординаторы. Недавно на Всероссийской олимпиаде студенты выиграли олимпиаду по ортопедической стоматологии, тренируясь на таких моделях. Абзал Ахматович, Грозненская ЦРБ. Представляем вашему вниманию аппарат Миндрей консольно 7-й модели 2023 года выпуска. Данный аппарат максимально дооснащен, доработан. Если у нас в процессе исследования возникали вопросы по злокачественной или доброкачественности новообразования, данный аппарат нам позволяет максимально процентов, можно сказать, 80, ставить уже диагноз на ранних стадиях. Сосудистый и рентген-эндоваскулярный хирург Ибрагим Алихаджиев к коллективу Республиканской клинической больницы имени Ахмата Хаджи Кадырова присоединился в январе 2024 года. Молодой врач вернулся в республику по приглашению министра здравоохранения региона Адама Алаханова. В клинике Ибрагим занимается развитием эндоваскулярной хирургии, которая играет важную роль в современном лечении сосудистых заболеваний. Благодаря руководству регионального здравоохранения и федеральным национальным программам здравоохранения мы за последние 1,5 года значительно расширили спектр выполняемых медицинских вмешательств у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. В частности, мы активно внедрили в практику метод эндоваскулярного лечения, внутрисосудистого лечения ишемического инсульта. Это состояние, когда тромб закрывает крупный сосуд, кровоснабжающий головной мозг, приводит к ишемии мозга, пациент теряет способность речи, двигательную активность, сознания. И данная методика позволяет, как представлено на видеослайде, позволяет без наркоза, чаще всего без разреза под местной анестезией, выполнить вмешательство на сосудах головного мозга, извлечь тромб, восстановить кровоснабжение, буквально, что называется, на столе у пациента в случае успешности операции восстанавливается речь, сознание и двигательная активность. Открывая официальную часть, министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алаханов в своем приветствии выразил благодарность главе региона за постоянную поддержку и подчеркнул, что благодаря его инициативе и помощи регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в регионе строятся современные медучреждения. За последние несколько лет реконструировано и построено 43 объекта здравоохранения. Ведется строительство еще 5. Они будут сданы в эксплуатацию до конца года. Приобретено более 4000 единиц оборудования. Активно внедряются инновационные технологии.
Хочу отметить, что под вашим руководством правительство Чеченской Республики создает достойные условия для работы медицинских работников, повышает заработную плату, обеспечивает жильем и развивает возможности для профессионального роста и повышения квалификации. В этом году средняя заработная плата наших врачей увеличилась на 8% и составила 69 тысяч рублей. Заработная плата среднего медицинского персонала увеличилась на 12%, составив 36 тысяч рублей, а младшего медицинского персонала на 15%, достигнув 37 тысяч рублей. Здоровье нации – основа ее будущего. Это истинно неизменно следовал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Сегодня его заветы являются для нас надежным ориентиром в развитии системы здравоохранения. Только за прошлый год нам удалось снизить младенческую смертность почти на 10%, увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет, перевыполнив плановый показатель на 1,6 года. Хочу выразить искреннюю благодарность каждому врачу и медицинскому работнику за ваш благородный и самоотверженный труд. Рамзан Кадыров отметил исключительную роль медицинских работников в жизни общества, подчеркнув, что даже в самые сложные времена они оставались на передовой борьбы за здоровье и жизни людей. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей отрасли. Указом президента страны почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоились 2 медработника, которые отдали годы жизни на этой работе. Присваивается почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Алиевой Джамиле Халиловне, заместителю главного врача по лечебной работе Шелковской центральной районной больницы. Бацыгову Хасану Актулаевичу, заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн имени Магомеда Тимирбиевича Индербиева. Хасан Бацыков, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн имени Индербиева. Он давно отдал свое сердце медицине, окончил в 1986 году Астраханский медицинский институт имени Лукачевского по специальности лечебное дело. Уже более 49 лет его путь служит примером преданности своей профессии. Сам Хасан признается, присвоенное звание для него огромная честь и одновременно большая ответственность. Мы сегодня оперируем более 1500 инфарктов. Мы делаем более 100 имплантаций, мы более 100 сосудистых операций на головном мозге, на периферических артериях. То есть мы за эти годы выстроили и воспитали такое количество пациентов. Я думаю, что вот эта вот огромная команда наших специалистов сосудистой службы и достойна этой награды, которую я сегодня получил. Высшей наградой орденом Кадырова за многолетний труд были награждены заместитель министра здравоохранения региона Мурат Ламхаев, директор Республиканского онкологического диспансера Тамерлан Тазабаев и директор Республиканского центра медицины катастроф Рукман Бартиев. Эта награда является высшей наградой нашей республики. Орден Кадырова, он как награда, он еще возлагает на человека определенную ответственность, которую он должен нести, будучи кавалером этой награды. Значит, хочу сказать, что Республиканский центр медицины катастроф с 4 октября 2021 года носит имя первого президента, имени Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому вы представляете, насколько это нам дорого и насколько это нам ответственно. Поэтому хочу сказать огромные слова благодарности за высокую оценку нашего скромного труда в адрес Рамзана Ахматовича Кадырова, в адрес Адама Руслановича Алханова. Наиболее отличившиеся сотрудники были удостоены медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными званиями заслуженного врача региона, почетными грамотами и благодарственными письмами главы региона. Также ряд сотрудников поощрили ведомственными грамотами. Вечер продолжился концертной программой в исполнении национальной эстрады. В торжественной церемонии награждения среди имен удостоенных почетных грамот за добросовестный труд, высокий профессионализм и безупречное исполнение должностных обязанностей особо звучало имя Вадуда Садулаева. В свои 80 лет он живое воплощение преданности профессии. Более 30 лет он посвятил себя сфере здравоохранения. Вот уже 15 работает психиатром в Аргунской городской больнице номер 1. Работаешь, живешь среди людей, так как бесследно вроде исчезаешь. А есть определенный настрой, хороший настрой на то, чтобы и дальше работать. Честно, добросовестно.
работу эту не полюбить нельзя. Здесь нельзя быть случайным человеком, потому что каждый приходит с воспаленным воображением, пониманием жизни. Вот. И всему этому надо иметь особое терпение. Выслушать, оказать помощь посильную. Особенно приятно, когда человеку оказываешь помощь. Эта помощь дошла до него, как говорят. Он уже стал здоровым. Он приходит благодарить тебя. Говорит спасибо, доктор. Вот это самое главное в жизни доктора, наверное. Вот это спасибо людское. Вот это главное. Вот ради этой спасибо, я думаю, наверное, все врачи и работают. День медицинского работника в республике празднуется ежегодно и с каждым разом с большим размахом. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров осмотрел внедорожники «Нива», УАЗ-Патриот и автомобили скорой помощи. Скоро их доставят в расположение наших бойцов в зону проведения СВО. Эти машины передал начальник тыла республиканского МВД Данилбек Айдамиров. Они отлично зарекомендовали себя на линии фронта. Автомобили отличаются высокой проходимостью и выносливостью, эффективно справляясь со служебными задачами. Вопрос обеспечения чеченских подразделений находится на личном контроле у главы. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Хлеб и куриное мясо в первую очередь распределили нуждающимся семьям и бывшим военнослужащим во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Рабина Гайтиева. Значимая и необходимая для многих жителей акция охватила район республики. Организованная региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов получили малоимущие семьи и бывшие военнослужащие. В рамках регулярной благотворительной программы роздано 41 тысяча кур и 123 тысячи буханок хлеба. Волонтеры и сотрудники администрации доставляют продуктовые наборы прямиком в жилые дома. Оказание такого рода поддержки имеет огромную цену, ведь помощь приходит как никогда кстати. دال أشدق مال دال ساعدويش أعمل سينقش دال قبل ساعدويل سيلت بيتر رشحبوس أنت دقيقة سيوكارسو دال دامير ديك بوخاين مسوخين помощь дал саадойл ахвизен дал қандел. Жители с благодарностью принимают помощь и выражают признательность главе региона и президенту регионального общественного фонда Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне, а также всем, кто участвует в организации этих акций. دال ساعدوين ودحشوين شونا دال اتوبوين صنا دال خديت سدش تون هاليلو شو صارنا ديل ريس خيل أس أيمانينا ديل ريس خيل دال دوك ديك دوين دال ساعدوين دال قبول دوين أحمد حجينا رمزة حجينا مسان ويك إنش تير دال قبول ساعدوين يلا قلتوا دال مدح مسو ماما يا تيرغو مايا Дерез хилда саадойл мусулма. Дал саадойл, ойок эрдош дастхо, дал обал саадойл. Организаторы подчеркивают, благотворительные мероприятия будут продолжены и охватят еще больше нуждающихся. Поддержка оказывается на постоянной основе и направлена на улучшение качества жизни социально незащищенной категории граждан. دال لخ شل عمليو إس دال دقية شل عمليو دال يوز والعيو شل عمليو بين بوش بالبال بختوش بوبال
تيرا بيشل عمليو ساق وسيلول الله دال قبول ساقدل ويقوم تيرا بوسلشنا تيرا. Протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждается – главный принцип крупнейшей благотворительной организации региона. Ее деятельность не имеет аналогов по масштабу и охватывает не только жителей Чеченской Республики, но и далеко за ее пределами. Рабиат Гайтиева, Лисхан Кацулов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Участники оргкомитета проекта «Грозный. Культурная столица России» совершили экскурсию по значимым культурным объектам чеченской столицы. Гости лично ознакомились с ее уникальным наследием, оценили архитектурное достояние и узнали об истории и традициях. Внутренние архитектуры комплекса в основном эксклюзивные. Здесь представлены фотографии, документы и материалы, подробно рассказывающие о политической деятельности первого президента. Экскурсия участников оргкомитета проекта «Грозной культурной столицы России» по столичным культурным объектам началась с посещением музея Ахмата Хаджи Кадырова в мемориальном комплексе «Славы». Благодаря знанию арабского, которым он владел в совершенстве, знанию постулатов Корана, ислама, он смог убедить правительство оказать помощь жителям послевоенной Чечни. В результате королем Саудовской Аравии было выделено 2 самолета, и 500 паломников смогли осуществить мечту. Следующей точкой стал Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Архив его музея, начавший собираться с первых дней существования в 1931 года, хранит уникальные экспонаты. Фотографии сцен спектаклей, личные архивы артистов, афиши, призы фестивалей. Экскурсию провела директор Хава Ахмадова. Видно, что уделяется очень много внимания развитию региона, развитию республики. Видно, что команда Рамзана Ахматовича Кадырова работает, что называется, 24 часа, и это дает свои результаты. Совершенно очевидно, что качество жизни в Грозном растет. И это чувствуется по настроениям на улице, по тому, сколько детей вокруг, сколько счастливых людей. То есть это очень хорошо. Делегация посетила и театр юного зрителя, чье название само по себе предвещает радость и встречу детей со сказкой, жаждущих открытий. Здание, недавно прошедшее реконструкцию, продумано до мелочей. Здесь предусмотрено все для комфорта, включая библиотеку и кофейню, где посетители могут провести досуг. Уже в 1928 году здание уже было полностью отстроено и сдано. Обратите внимание на кирпичную кладку. Через 3 года, считайте, уже 100 лет. То есть при реконструкции, когда начали снимать слой, послойно уже снимали известь, штукатурку, сантиметров 15-20 слоя, и вычистили весь, можно сказать, этаж. Прогулка продолжилась по центру Грозного, предлагающему множество интересных мест для отдыха и досуга. По инициативе Айшат Кадыровой, внучки первого президента, на бульваре Асамбаева установили декоративные садовые арки, подчеркивая стремление столицы к экологичности. На этом двухдневный рабочий визит в регион участников оргкомитета завершился. Бульвар Асамбаева – одна из центральных улиц Грозного, хорошо знакомая каждому туристу. Это идеальное место для прогулок и отдыха. Здесь установлены удобные скамейки, разбиты яркие клумбы, оборудованные площадки для досуга. Дамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Науре открыли филиал военно-патриотического поискового клуба. Основной миссией станет благородная задача – установление имен и судеб воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также увековечивание их памяти. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Значит, мы вручаем сразу удостоверение поисковика, которое дает право проводить военно-полевые археологические работы. Со сцены от собравшихся звучат слова благодарности тем, кто в мирное время продолжает сражаться за историческую память на раскопках и в архивах. Участникам клуба вручили удостоверение поисковиков. Эти документы дают право на законных основаниях участвовать в экспедициях, проводить подъем останков советских солдат с последующим их перезахоронением с воинскими почестями на родине. Что мы к этому шли и получили уже как результат, итог вот этой целеустремленной работы. Несколько лет связи, дружеских отношений. Мы получили удостоверение и получили удовольствие в том, что мы будем теперь действовать в рамках правила и закона, а не только по какому-то своему внутреннему состоянию. Мы оформили это в содержательном таком состоянии, и теперь это наше будущее в поисковом движении на территории Чеченской Республики. Сегодня в Чеченской Республике зажглась еще одна точка памяти на карте России. В городе Наур официально открыли филиал военно-патриотического поискового клуба «Русские витязи». Проводить ряд мероприятий. Мы хотим пригласить ребят из нашей республики в Ставропольский край, где будет 8 сентября проходить вахта памяти. Ну и также на многие военно-патриотические
экологические площадки на территории Кавказа. Чтобы ребята наши, чеченские ребята, чтобы знакомились с сверстниками и узнавали все новые факты о Великой Отечественной войне. Русские «Витязи» — это не только поисковая работа, но и важнейшая миссия по патриотическому воспитанию молодежи. В Науре уже в ближайшее время организация приступит к первым экспедициям, примет участие во всероссийских вахтах памяти, обучит добровольцев, а также проведет встречи с родственниками пропавших без вести в Великую Отечественную войну солдат. Центр занимается поисковой работой уже в течение 13 лет. Ну а военно-патриотической занимаемся давным-давно. И обязательно во всех наших и поисковой деятельности на местности, и в архивах и так далее мы по максимуму приглашаем всегда детей. И самое главное, что дети идут, им интересно. Помимо удостоверений, наиболее активным участникам были вручены медали и почетные грамоты за сохранение исторической памяти и активное участие в поисковом движении. Появление подобных объединений в республике свидетельствует о том, что память о героях жива, ее готовы сохранять и передавать следующим поколениям. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялся международный фестиваль культуры и спорта. Мероприятие, приуроченное ко Дню России, собрало иностранных студентов из вузов республики. Для участников были организованы разнообразные спортивные игры, интеллектуальные состязания и творческие зоны. Фестиваль посетила заместитель министра образования и науки России Ольга Петрова. Она высоко оценила организацию мероприятия, осмотрела представленные национальные блюда и выразила благодарность за теплый прием. Вы знаете, я очень благодарна чеченским университетам за тот уровень и образование, которое создается, и науки, и за тот опыт воспитательной деятельности, за те традиции, которые существуют и которые мы, как лучшие практики, масштабируем на другие университеты. Очень приятно быть на празднике, видеть, как много иностранных у нас обучающихся, как они радуются, как они обмениваются культурами. И хочется создавать еще больше возможностей для всех. Пусть все получается. Спасибо большое всем. Более 23 тысяч девятиклассников приняли участие в основном государственном экзамене по чеченскому языку. Его продолжительность составила 3 часа 55 минут. Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно будет 30 июня в образовательных организациях и районных отделах образования. Отметим, что ГИА по родному языку была организована в 81 пункте проведения экзаменов по всей республике. Сначала, в начале 9 класса, я хотел уйти после 9, но передумал, хотел остаться и закончить 10, 11, поступить на военный университет. Пока что со специальностью я не определился, но детская мечта была стать врачом. Желаю всем участникам, тот, кто сюда пришел, удачи, Будущее сельского хозяйства буквально прорастает на полях Ачхой-Мартановского муниципалитета. Там не просто выращивают подсолнечник, а создают его элитные гибриды с филигранной точностью, привлекая на помощь даже пчел. О том, как технологии и строгие правила помогают обеспечить продовольственную безопасность, далее. Эти высокотехнологичные сеялки не просто высеивают семена, делают это с филигранной точностью, строго заданной глубиной заделки в 4 сантиметра и выверенным расстоянием между растениями в ряду. В Ачхой-Мартановском муниципалитете кипит работа по получению элитных гибридов подсолнечника. Приглашенные с разных регионов агрономы и семеноводы тщательно следят за соблюдением всех параметров этого сложного процесса. Буквально 5 дней назад уже был всеян подсолнечник отцовской формы, а на данном этапе уже по 50% всходов идет севание. Участок гибридизации 600 гектар. В данный момент мы запустили 4 сеялки. По мере надобности мы запустим, у нас еще в запасе стоит 2 сеялки, уже будем смотреть по первой фазе подсолнечника отцовской линии. Но главное – это уникальная схема посева. Семена отцовской формы, чья задача дать пыльцу, чередуются с материнскими, которые пыльцы не имеют, но призваны ее принять и сформировать будущий урожай. Неоценимую помощь в этом окажут пчелы, способствуя эффективному опылению. Для этого на каждый гектар планируется размещать по 4 пчелосемьи. Вы можете заметить, что эти семена выглядят по-разному. Это результат их предварительного окрашивания, которое проводится специально, чтобы не перепутать семена разных родительских линий.
Помимо окрашивания, все семена проходят обязательную обработку фунгицидами и инсектицидами. Эта мера – надежная защита будущих всходов от почвенных и семенных инфекций, а также от вредителей. Как отмечает механизатор с 20-летним стажем, в этом деле нет мелочей. Здесь важно все – и температура, и влажность почвы, и даже синхронное движение сеялок для обеспечения качественного посева. Из-за определенной скорости расстояние между семян, чем чаще они растягиваются, так а всход дикций, ее скорость средний так. Одним из ключевых требований является строгая изоляция. В радиусе 3 километров не должно быть других посевов подсолнечника, чтобы гарантировать генетическую чистоту гибридов. Весь этот масштабный процесс гибридизации проводится в соответствии с поручением правительства России и лично вице-премьера, министра сельского хозяйства Висхана Мацуева, подчеркивая стратегическую важность воспроизводства элитных семян для страны. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Туризм в республике активно развивается. Здесь каждый найдет отдых по душе. От погружения в древнюю культуру до захватывающих приключений среди величественных гор. Столица Грозная поражает своей архитектурой и новыми символами Возрождения. Но регион – это еще и сокровищница нетронутой природы. Чем пленяет горный край гостей, расскажет Рабина Гайтиева. С наступлением лета туристический поток Грозный заметно увеличился. Чеченская столица, гармонично сочетающая современные архитектурные решения с богатым культурным наследием, становится все более привлекательным направлением для путешественников. Я когда первый раз приехала, я не ожидала увидеть здесь настолько радушных людей, настолько вежливых, настолько культурных. Никогда не видела, никогда не ожидала. Мне безумно нравится город Грозный, центр. Мне безумно нравится горная часть, Аргунское ущелье. Я здесь во многих местах была. Они все невероятно красивые. Они все невероятно душевные. Знакомство начинается с храма Архангела Михаила. Небольшая православная святыня, памятник архитектуры XIX века и одно из самых старинных зданий Грозного. Она производит сильное впечатление на посетителей. Еще одной яркой остановкой экскурсионной программы в Грозном стал цветочный парк, живописное место в самом сердце города. Здесь туристы могут не только отдохнуть среди зелени и благоухающих клумб, но и узнать интересные факты о благоустройстве и современной жизни столицы региона. Финальной точкой становится мечеть сердца Чечни, одно из крупнейших мусульманских сооружений в Европе. Масштаб, архитектурная изысканность и оформление интерьера вызывают искреннее восхищение. Здесь царит атмосфера умиротворения. Недаром святыня стала подлинным символом республики и предметом культурной гордости. Это место, где творил Лермонтов. Поэтому, конечно, когда ты бываешь в таких местах, ты понимаешь всю поэзию, красоту Кавказа. Поэтому, конечно, для нас это незабываемое впечатление, незабываемое ощущение. Поэтому, еще раз приедем сюда, не один раз побываем, да. Грозный открывается перед туристами как город контрастов. Духовный, прогрессивный, уютный и стремительно растущий. Он удивляет и вдохновляет, оставляя после себя яркие впечатления и желание вернуться вновь и вновь. Рабиат Гайтиева, Маусар Хаджиев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Грозненское море стало ареной для открытого кубка города Грозный по рыболовному спорту в дисциплине ловля карпа. Турнир привлек более 30 энтузиастов с регионов России, жаждущих испытать свои силы и обменяться ценным опытом. Особенностью кубка стал командный зачет, который добавил интриги. Кто поймал самый большой трофей, знает Магомед Азиев. Результаты могут измениться в любую секунду. До самого своего окончания соревнование держит рыбаков в напряжении. Никто не знает, в какую минуту ему может повезти, и он словит удачу за плавник. В мероприятии участвовало более 30 человек. 10 команд разбили на разные сектора, где они должны были 3 дня заниматься своим излюбленным делом. Также участвовали не только жители региона, но и гости с других республик. В этом году в карпфишинге у нас стартануло официально первое соревнование, первые разрядники, так сказать. И турнир показал себя, конечно же, с лучшей стороны. Мы открыли этот водоем для себя по-новому. До сих пор проходившие соревнования на этом водоеме, и вообще в частности в Чеченской Республике, они были в рамках фестиваля. Сейчас же соревнования проходят официально по турнирному рейтингу, получение спортивных званий, прикрепленные, соответственно, своими спортивными книжками. В
Федерация рыболовного спорта организовала соревнование «Открытый кубок города Грозный» межрегионального уровня в дисциплине ловля карпов, приуроченная ко Дню России. С целью развития рыболовного вида спорта по всей республике часто проводятся фестивали, где участвуют как новички, так и опытные рыбаки. Постоянно кто-то подходил, приезжал, поддерживали, с соседних улиц приезжали, там с соседних сел приезжали, поддерживали рыбаки, все любители болели за своих ребят, кто выступает, за свои команды любимые. В общем, был ажиотаж нешуточный. Действительно является спортом. Чтобы вы понимали, каждая команда за время турнира совершила более 200 забросов удилищ и потратила на прикормочные точки около 50 килограмм корма каждая. Это минимум. Представьте, сколько было потрачено усилий. Я сам никогда не жаловался на свою физическую подготовку, но честно, я как будто пробежал марш-бросок. За соревнованием пристально следят опытные судьи. Пренебрегая правилами, люди могут покалечить рыбу, вследствие чего даже малейшее отхождение от обязательств приравнивается к обнулению, а то и дисквалификации с турнира. После выуживания и замера веса рыбу сразу же отпускают обратно в воду. Рыбалка имеет глубокие корни в истории человечества. Для многих это не просто хобби, а стиль жизни, который включает в себя любовь к природе, возможность насладиться тишиной и почувствовать даже связь с предками. Без терпения здесь никуда. Самое легкое – это закинуть удочку, однако же самым сложным является подождать нужного момента. Конечно же, в рыбалке есть свои особенности, такие как размер рыбы, будь то погодные условия или же опыт человека. Но самым приятным аспектом является результат, которого добились уже совместным путем. Люди, взаимодействуя друг с другом, получают новый опыт, а также и бури эмоций. По итогу соревнования участники были награждены в отдельных номинациях и, конечно, в основном направлении. Выделившимся своим уловом были вручены хорошие, а главное актуальные подарки. А самое главное, что все закончилось на хорошей ноте. За 3 дня все сдружились между собой и стали хорошими знакомыми. Такого рода события не только популяризируют направление спорта, они сплочают людей, даря им приятные воспоминания и памятные моменты. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт АВНХ в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.